Ну что ж, дети и их родители готовы к новому учебному году, а готовы ли школы? Вот сейчас и узнаем. У нас в гостях министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Гараевич Хадиуллин. Доброе утро. Ну и хочется начать этот день, 1 сентября, конечно же, с поздравлений. И вас, и нас поздравляем с началом нового учебного года. Итак, Ильсур Гараевич, расскажите нам, пожалуйста, как готов Татарстан к новому учебному году? Доброе утро, уважаемые телезрители, уважаемые наши родители, ученики, учителя, педагогическое сообщество нашей республики. Сегодня у нас праздник, 1 сентября, День знаний. В наши школы сегодня придут первоклассники, их более 55 тысяч, а всего более 490 тысяч школьников придут в наши школы. И очень приятно, что школа республики готова к приему наших детей. Практически все лето мы занимались капитальным ремонтом, строительством школ, детских садов. У нас был и косметический ремонт, и капитальный ремонт, разные программы. Очень приятно, что в этом году по федеральной программе отремонтировано 67 школ нашей республики. Где-то более 3,5 миллиардов рублей выделено на это, на капитальный ремонт. И республиканские программы тоже были продолжены. Нужно сказать, что сегодня, 1 сентября, мы открываем 9 школ. Это большие школы в Челнах, у нас в Нижнекамске, в Альметьевске, в Зеленодольске, в Высокогорском районе, в Савинском районе. Практически вот эти новые школы, они готовы. И очень приятно, что стандарт, который задан нашей республике по строительству школы, он выполняется и практически оснащается нашей школы современным оборудованием. И сегодняшнее мероприятие, которое пройдет на всей территории нашей страны и на территории нашей республики, он знаменателен тем, что в новом учебном году будут еще новшества, какие-то инновационные технологии. Нужно сказать, что впервые в Российской Федерации в этом году, с 1 сентября, мы, конечно, с 5 сентября начинаем разговоры о важном. Эти разговоры о важном будут проходить в каждом классе, начиная с 1 по 11 класс, в общеобразовательных школах и даже в учреждениях среднего профессионального образования. Тематика данных мероприятий, данных занятий, она утверждена. Практически 34 часа в год получается вот эти занятия. До начала уроков, первым уроком или нулевым уроком будут проводить эти уроки классы руководители. Мы будем приглашать наших руководителей, наставников, учителей, ветеранов педагогического труда, выпускников школ, для того, чтобы они были тоже причастны к проведению данных уроков. Уроки очень интересные, потому что тематика, она направлена на воспитание личности. Вы знаете, в этом году у нас обновленный федеральный стандарт внедряется с 1 сентября в первых-пятых классах. И цель этих стандартов – это воспитание патриота своей страны, своей родины. Малой родины, своей страны, потому что любовь к родине начинается с малой родины. Поэтому мы с учетом региональных, национальных компонентов, этнокультурных компонентов, хороших, добрых традиций народов нашей республики должны вносить в программу воспитания вот эти изменения. Конечно, они будут внесены. И нужно сказать, что школа республики готова для того, чтобы проводить мероприятия в течение учебного года на хорошем современном уровне, с новыми технологиями, с подготовленными учителями. Мы, конечно, провели большую работу летом. Более 12 тысяч учителей, начальных классов, других предметов прошли квалификацию, повышение квалификации. У нас повышение квалификации персонифицированы, и данный механизм работы с учителями проходит на разных базах. Практически в 15 учреждениях дополнительного образования, и данное мероприятие было проведено. Я хочу сказать, что и учителя, и классы руководителей, и директора школ, заместители по воспитательной работе, и советники по воспитательной работе, практически все педагогическое сообщество нашей республики готово для проведения вот данных уроков. Это во-первых. И во-вторых, очень интересный механизм, ну, можно сказать, хорошей, доброй традиции возобновляется с этого года. Это поднятие флагов, государственных флагов Российской Федерации и Татарстана. Под гимн, понятно, Российской Федерации поднимается флаг Российской Федерации, под гимн Татарстана флаг нашей республики. Это тоже хорошие, добрые традиции, потому что честь
поднятие флага предоставляется самым лучшим нашим ученикам. Есть к чему стремиться. Да, конечно, это победители олимпиад, это отличники, это дети, которые действительно помогают старшему поколению. Это тимуровцы, можно сказать по-старому. Волонтеры сейчас модное слово, потому что волонтеры тоже у нас в республике очень много. И это движение, оно развивается. Я хочу сказать, что вот эти новшества, они все направлены на, еще раз хочу об этом заострить внимание, на воспитание личности. Да, замечательно. Вот вы сказали, что, я так поняла, готовность. Мы так поняли, что готовность номер один. Все готовы к принятию учеников. Вот такой вопрос, раз мы говорим о строительстве новых школ, которые постоянно у нас в республике строятся, хватит ли места всем желающим в школах, тем не менее? Знаете, вот у нас в этом году идет строительство 13 школ. Из них 9 школ мы сдаем к началу учебного года. Вот сегодня у нас открытие школ в Нижнекамске, в Альметьевске и в Челнах. Большие школы открываются. И все они оснащены современным оборудованием, новыми технологиями. Прекрасные школы. И, нужно сказать, новый микрорайон застраивается и в Челнах, и в Нижнекамске, и в Казани. Поэтому в школах мы всегда нуждаемся. В капитальном ремонте всегда нуждаемся. Хорошо, что республиканские программы есть и по строительству школ, и по капитальному ремонту, и по капитальному ремонту пищеблоков, и по оснащению пищеблоков. Вот представьте, у нас в республике только на ремонт пищеблоков и оснащение современным оборудованием выделяется ежегодно, второй год подряд, 1 миллиард рублей. Это республиканские деньги. Потому что эти средства, они большие. Мы имеем сегодня 167 новых школ с пищеблоками, скажем, новые пищеблоки. В прошлом году было 187 таких школ. И каждый год вот это количество у нас растет, и практически школа обновляется и в этом плане. А то, что касается нехватки школ, знаете, нехватки школ бывает в новых микрорайонах. У нас ни один ребенок, который идет в 1 класс, к нам очень много переезжает из других регионов, из Башкортостана, из Удмуртской республики, из Чувашской республики, даже из Москвы, переезжая сюда, и мы их всех устраиваем. Конечно, новые школы имеют современное оборудование, хорошую инфраструктуру, они оснащены, но ведь у нас и те школы, которые имеют хорошие, добрые традиции в центральных районах городов нашей республики, в целом и в тех микрорайонах, где уже практически хорошие, добрые традиции заложены, они тоже никак не уступают новым школам. Модернизируются, ремонтируются. И сказать, что нехватка школ большая у нас проблема в нашей республике, я это не могу, потому что ни один ребенок не останется без места в нашей современной татарстанской школе. Хорошо. Как дела обстоят с кадрами? Ну, знаете, кадры решают все, потому что без кадров никак невозможно. Мы строим школы, создаем условия, инфраструктура хорошая после капитального ремонта. Если нет кадров, тогда говорить о результативности работы школы и квалифицированных кадрах тогда не приходится. Поэтому кадры, конечно, это большая проблема. Вот сейчас у нас средний возраст учителей в нашей республике 48 лет. В школах республики работает всего 8% молодых учителей. Это 2965 новых молодых учителей. Мы их считаем, кто работает 3 года. 3 года вперед, в трехлетний период они считаются молодыми учителями и получают, конечно, надбавки. Это во-первых. Во-вторых, ежегодно мы получаем новых учителей, молодых учителей, специалистов, желающих работать в системе образования, более 1000 молодых учителей. Закрепляемость молодых учителей, конечно, 85%, если они приходят после педагогических колледжей. Это нас радует. Но нас очень огорчает и волнует, эта проблема есть не только в нашей республике, в целом в Российской Федерации. Это не приход, можно так сказать, не прибывают они, не приходят до школ, потому что более 40% выпускников педвузов не приходят в наши школы. Это проблема большая. Да, а с чем связана проблема? С чем проблема связана? Проблема связана, что работать в школе не так-то легко. Во-первых, это наши дети, современные требования родителей. Требования очень большие, поэтому мы очень большие ожидания от школ. Мы выполняем разные функции. Конечно, функции у нас какие? У нас одна главная миссия школы – это воспитание и обучение детей.
Обучать, воспитать детей должны приходить в школу подготовленные дети, то есть учителя. Это молодые специалисты. И молодых специалистов мы погружаем в эту среду, среда, в которой воспитываются все. И родители, и учителя, и дети, конечно, и классы руководители. А в этом вопросе больше всего главную роль играют подготовки молодых учителей в этой среде. Это наставники. У нас в школах республики школа наставничества настолько развита, и мы этим можем гордиться, потому что мы являемся примером на территории всей нашей страны. К нам приезжают для того, чтобы пройти курсы повышения квалификации, пройти какие-то авторские курсы. У нас есть прекрасные руководители и прекрасные классы руководителей в целом, которые готовят наших учителей уже подготовленных, имеющих диплом о высшем образовании, но приходят в школу, они должны закрепляться, они должны оставаться. Вот сейчас нехватку мы ощущаем по предметам, по русскому языку, по математике, по физике, даже по иностранному языку. Поэтому я, пользуясь моментом, хочу обратиться к молодым учителям, которые закончили в этом году наши педвузы, скажем, Казанский федеральный университет, дальше Набережно-Челнинский педагогический университет, Елабужский филиал КФУ, чтобы они к нам пришли, потому что пусть приходят к нам, мы их ждем. Сейчас, конечно, нехватку учителей мы закрываем за счет внутреннего совмещения. Совмещают учителя, совмещают два класса, совмещают другие предметы. Конечно, это временный выход. Выход из ситуации мы найдем, но хотелось бы, чтобы молодые силы с творческим подходом, креативные, любящие наших детей, умеющие работать, знающие новые технологии, чтобы они приходили к нам и оставались в нашей системе. Родители будут очень рады принимать. И, конечно, наши наставники. Вот у нас ежегодно выпускаются более 2000 учителей, и приходят к нам более 1000. А 1000 не приходят, потому что где-то они вот устраиваются на другую работу. Это тоже большая проблема. Мы об этом должны говорить во всеуслышание, что проблемы есть, и что молодые к нам приходили. Чтобы подготовка учителей у нас проходила, скажем, со школьной скамьи, мы в этом году открываем 160 профильных классов. Это начиная в 9 классах, 8 и 9 То есть где будущих педагогов будут готовить? Где будущие педагоги. Мы, я думаю, эта проблема, она таким образом будет решена, но в решении данной проблемы должны быть заинтересованы все. В первую очередь и родители, потому что они должны направлять своих детей вот как раз в эти профильные классы. У нас есть дети, которые, знаете, безумно любят детей, безумно хотят быть учителями. Они подражают своим наставникам, они занимаются с детьми уже в стенах школы. И поэтому в этом заинтересованы должны быть, конечно, и глава администрации. Это очень большая совместная работа. В этом году, надеюсь, что эту проблему мы должны... Вот как раз на пути решения данной проблемы мы должны совершать очень много мероприятий, и они должны быть направлены на решение проблемы. Очень приятно, что президент нашей республики поддерживает подготовку учителей. Сейчас около 600 учителей молодых у нас занимаются по билингвальной и полилингвальной подготовке. Они получают 115 тысяч рублей стипендию ежемесячно. И, конечно, с одним условием, после завершения учебы в вузе должны приезжать или приходить в свои школы, закрепляться и должны отрабатывать. Ну что ж, надеемся, молодые силы, молодые кадры вас услышат, и такой проблемы больше у нас в республике не будет. Ну и в завершение, конечно же, напутственные слова. Пожалуйста. Дорогие наши школьники, учителя, родители, ветераны педагогического труда, руководители, педагогическое сообщество. Сегодня 1 сентября. Я всех поздравляю с началом учебного года. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия. Школьная жизнь – это самая интересная жизнь. Это жизнь, где воспитываются наши дети, формируется их характер. В этой среде, школьной среде, мы друг друга должны ценить, уважать, любить, помогать. Для этого есть школа. И миссия школы – это воспитание и обучение наших детей. Очень приятно, что сегодня в нашей школу приходит более 55 тысяч первоклассников, более 490 тысяч школьников
сядут сегодня за парты. И, конечно, еще учреждения среднего профессионального образования, и высшая школа, и наши преподаватели. Очень приятно, что в этот день мы должны друг другу поздравлять и пожелать успехов. В добрый путь, уважаемые коллеги. Ну, спасибо большое за напутственные слова, и спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Ну, легкого и успешного учебного года. Спасибо огромное.